Добрый вечер, Самал Ибраевна. Рад вас приветствовать на нашем первом подкасте, посвященном конституционно-правовым основам политики межэтнического согласия и мира в Республике Казахстан. Уважаемые зрители, разрешите представить заместитель председателя Совета этномедиации Акмолинской ассамблеи Ильясова Самал Ибраевна. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, начнем. Это один из, наверное, самых таких вот актуальных вопросов, вопрос межэтнических отношений, потому что Казахстан является полиэтничным государством, в котором более 120 представителей проживают, в частности, в нашей Акмолинской области более 100 представителей, более 100 этносов проживают, что делает наш регион одним из наиболее полиэтничных по всей республике. Сегодня коротко предлагаю обсудить несколько вопросов, первый из которых на что в целом направлены конституционно-правовые основы в сфере межэтнических взаимоотношений в Республике Казахстан. По этому вопросу хотелось бы ответить. Значит, это является одним из таких важных направлений в сфере межэтники, именно конституционно-правовые основы, так как мы знаем, что Конституция является основным законом государства, и конституционно-правовые основы межэтнического согласия и мира в Казахстане представляют собой систему принципов, которые обеспечивают гармоничные отношения между разными этническими группами, которые проживают на территории Республики Казахстан. Эти конституционные основы они направлены на предотвращение этнических конфликтов, поддержание социальной стабильности и укрепление единства государства. Мы знаем, что у нас наша республика является многонациональной страной, активно работает над созданием условий для равенства, уважения и толерантности среди своих граждан, независимо от их этнической принадлежности. То есть эта норма находит в этих положениях, в основных положениях Конституции. Есть дальше хотелось бы отметить, что связано с Конституцией. Мы знаем, что Конституция является основным нормативно-правовым актом, на котором строится вся система межэтнического согласия в Казахстане. Есть такие нормы, статьи Конституции. Казахстан является демократическим, правовым и социальным государством, гарантирует равенство прав и свобод для всех граждан, независимо от их этнической принадлежности. Также хотелось бы отметить о языке. Государственный язык является у нас казахским, но при этом наравне с казахским языком мы употребляем русский язык, так как государство гарантирует право на использование русского языка в качестве языка межэтнического общения. Также хотелось бы отметить, что касается конституционно-правовых основ политики, что Конституция также одним из основных положений Конституции является равенство всех граждан перед законом. То есть Конституция запрещает любые формы дискриминации по признаку этнической, расовой, религиозной и социальной принадлежности. Какие у нас имеются инструменты в сфере регулирования, будем так говорить, межэтнических отношений? Можно сказать, что Казахстан сотрудничает с различными международными организациями. Можем назвать такие из них, как Организация Объединенных Наций, Организация Совета Европы и другими в области прав человека и межэтнического согласия. И на основе этих международных стандартов разрабатываются различные нормы, законы, которые направлены на развитие межэтнической политики и предотвращение конфликтов. Можно назвать такие важные инструменты политики межэтнического согласия, как модель Казахстан — это дом для всех, который продвигает идеи мира, согласия и единства среди многонационального населения. Также можно отметить важность Ассамблеи народа Казахстана, которая изначально была создана в 1995 году. То есть это орган, который призван обеспечить взаимодействие между этническими группами. И имеются тоже при Ассамблее различные
этнокультурное объединение. И именно ассамблея способствует сохранению культурного разнообразия и решению вопросов, связанных с межэтническими отношениями. Ну, в целом, да, со своей стороны тоже могу дополнить, что у нас осуществляет свою деятельность целый комитет по развитию межэтнических отношений, председателем который является Галмуд Нурмеевич Шойкин. Вот. То есть, действительно, даже само, как вы затронули, ассамблея, да, вот само название Ассамблеи народа Казахстана говорит о том, что все наши граждане, вне зависимости от этнической принадлежности, все равно являются одним большим казахстанским народом. И буквально пару слов хотелось бы услышать от вас о концепции межэтнических отношений. Вот. Как бы сказать, более углубленно, нежели, допустим, люди могут понимать ее, да, вот вы как юрист, вы понимаете эти вещи гораздо глубже, да, но при этом, я думаю, что можете простыми, доступными словами рассказать всем, кто интересуется данной тематикой. Ну, в этом направлении можно сказать, что существует казахстанская концепция межэтнической политики, и, соответственно, она основывается на принципах. То есть принципы мы знаем, что это основополагающие идеи, основа, база, руководящие идеи, на которых строится политика государства. Можно отметить такие важные принципы казахстанской концепции, как признание многообразия этнических и культурных традиций. И хотелось бы сказать, что также вот, исходя из норм Конституции, тоже отмечается такое положение, как защита прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией и международными актами. Стремление к созданию равных возможностей для всех этнических групп в социально-экономической и политической жизни страны. И также можно сказать, что важную роль в обеспечении межэтнического согласия играет поддержка и развитие культурного разнообразия. В стране работает множество культурных центров, которые поддерживают различные этнические сообщества. В области образования уделяется внимание преподаванию различных языков, поддержке культурных и религиозных традиций, что способствует взаимному уважению и пониманию. Также хотелось бы отметить, что касается поддержки со стороны государства, то здесь государство оказывает внимание созданию условий для мирного сосуществования разных этнических групп, то есть таким образом способствуя принятию законов, которые направлены на укрепление прав и свобод граждан, организации культурных мероприятий, направленных на развитие взаимного уважения, также образованию органов, которые способствуют разрешению межэтнических споров. То есть в этом направлении тоже хотелось бы отметить, что активно тоже в случае, если, например, возникают какие-либо межэтнические конфликты, то можно применить медиацию.